Здравствуйте, вы смотрите программу «Якутия Лайв», с вами Ирина Ефимова. Сегодняшнюю программу мы решили целиком посвятить городу Якутску, где живет больше трети жителей нашей республики. Примерно 40% по официальным данным и почти 50% по неофициальным. Последняя статистика Сахастата говорит о том, что население Якутска близится к числу 400 тысяч. И одна из главных проблем крупнейшего города на вечной мерзлоте – это, конечно, дороги. Суровая зима, вечная мерзлота, резкие перепады температур не лучшим образом отражаются на состоянии дорожного покрытия. Но и бонусом сложностям становится короткий строительный сезон, то есть нужно успеть сделать очень много за очень короткий период. Несмотря на это, дороги в столице ремонтируют и весьма активно. Глава нашей республики Ясен Сергеевич Николаев уделяет этому вопросу особое внимание. В столице республики выделили дополнительное финансирование на ремонт более 29 километров дорог только в текущем 2023 году. А за последние 4 года по проекту партии «Единая Россия. Безопасные и качественные дороги» отремонтировано, построено и реконструировано 134 километра дорог. А это 116 объектов, улиц, скверов, площадей, на которых были проведены работы. О том, как сегодня эти работы идут, какие планы по реализации проектов и не только, расскажет мой сегодняшний гость, заместитель главы города Якутска по вопросам развития территории Антон Алексеенко. Добрый вечер. Здравствуйте, Ирина. Хочу спросить, как вы добирались сюда из мэрии? Я доехал сюда из мэрии на служебном автомобиле. Ага, и за сколько времени у вас это заняло? Минут 7. Минут 7. Просто дело в том, что у нас прошлый эфир прямой сорвался из-за того, что гость ехал из IT-парка примерно час. Вот. И вот такие пробки по всему городу у нас сейчас. И понятно, что не только ремонт, это и количество автомобилей, да, у нас на каждую семью примерно по 2 машины. Вот. Но все-таки что сделать с пробками? И где следить за графиком перекрытия дорог? Ну, смотрите, история с пробками – это, конечно, история, которая носит такой глобальный характер. Вы совершенно правильно заметили, что не только из-за перекрытия дорог в результате ремонта или в результате ремонта инфраструктуры одним из основных факторов роста автомобилей является, соответственно, автомобилизация населения. Да? Действительно, в последние годы количество машин на улицах города Якутска в значительной степени вырастает, и все это в совокупности, конечно, приводит к ситуации, когда в часы пик, а иногда и не в часы пик, у нас возникают так называемые заторы или пробки на улицах города. Что можно, скажем так, предложить в качестве решения тех или иных задач по ликвидации пробок? Ходить пешком или ехать на велосипеде? Совершенно верно. Во-первых, должна быть альтернатива у горожанина. Да? То есть альтернативой личному транспорту у нас всегда выступает транспорт общественный, либо пешие прогулки, либо использование средств индивидуальной мобильности, как то велосипед, самокат и так далее. Соответственно, нужна подходящая инфраструктура, как велодорожки и так далее. Плюс правильная политика в части парковочных пространств, да, вплоть до создания платных парковочных пространств. В общем-то, как показывает мировая практика, просто увеличение пропускной способности автомобильных дорог, да, то есть если, грубо говоря, из всех двухполосных дорог сделать дороги четырехполосные, оборудовать их дополнительными поворотными карманами, пробки, может, в краткосрочной перспективе они уменьшатся, но в глобальной все-таки это не выход из ситуации. Главное – это создание альтернативных способов движения, способов индивидуальной мобильности для населения. Нет, это такое, знаете, на длинную перспективу, да, то есть понятно, что улицы узкие, город не был рассчитан на такое количество жителей прежде всего, да, и автомобилей. Но вот сейчас, когда идет, допустим, ремонт, да, тут зрители тоже спрашивают, почему нельзя производить ремонт ночью или перекрывать улицы как-то поэтапно, да? Поэтапно, да. Что касается производства работ в ночное время, то, конечно, у нас есть закон о тишине, да, мы все понимаем, что
проводить работы, шумные работы там, с 8 вечера, там, с 9 вечера до 8 утра нам не позволяет законодательство. У нас, к сожалению или к счастью, есть ряд прецедентов, да, когда подрядные организации все-таки на свой страх и риск такие работы проводили, да, и вынуждены были столкнуться с административными правонарушениями, потому что горожане действительно жалуются. Конечно, кто-то скажет, я жаловаться не буду, да, но вы не можете нести ответственность за своего соседа, у которого, там, условно говоря, там, маленькие дети, которым мы будем мешать. Поэтому все-таки закон тут на стороне горожан, и мы обязаны соблюдать. А что касается, скажем так, этапности, мы, конечно, в любом случае стараемся разгружать историю вот с одновременным перекрытием, да, яркий пример, допустим, улица Пояркова, да, мы ее планировали к ремонту в прошлом году, когда у нас активно велись работы по проспекту Ленина, да, но понимая, что у нас будет полностью закрыт проспект Ленина и перекрыть еще полностью Пояркова или даже хотя бы в двухполосном исполнении ее оставить, мы не решились. Поэтому мы Пояркова передвинули на этот год, когда уже по проспекту хотя бы какое-то движение у нас организовано. Поэтому здесь мы стараемся, конечно, балансировать. Но действительно сезон очень короткий, строительный сезон, а задач довольно много. Поэтому позволить себе где-то, скажем так, затягивать этот процесс мы, к сожалению, не можем. Поэтому я, конечно, хочу очень сильно извиниться перед горожанами, потому что действительно создаются сложности, но войти в том числе в наше положение, задачи наши, они такие глобальные, никто их не отменяет. Поэтому где-то приходится немножко потерпеть. А где лучше всего следить за графиком перекрытия дорог? Значит, все распоряжения о перекрытии дорог у нас публикуются на официальном сайте окружной администрации, в газете «Эхо столицы». Якутск РФ, следите. Ну что ж, мы работаем в прямом эфире. Задать вопрос гостю можно, позвонив в студию по номеру 8 41 12 42 14 39 или отправить сообщение в Телеграм на номер 8 914 235 0502. Также у нас вышло новое мобильное приложение НВК. Чтобы скачать его, можно отсканировать QR-код, который вы видите сейчас на экране. И также есть возможность задать вопросы в прямой эфир через это приложение. Но поскольку мы начали так вот на перспективу, на планы, да, говорить, вообще какие задачи стоят по развитию столицы? Вот есть указ главы республики о развитии города Якутска, который должен быть реализован к 1932 году, к 400-летию столицы. Вот, как там, успеваем, не успеваем? Да, совершенно верно. Указ о социально-экономическом развитии города Якутска, так называемый указ 2046, это стратегический документ, который в 2021 году был принят. И в нем, на самом деле, действительно глобальные задачи к 400-летнему юбилею города Якутска обозначены. Задач довольно много. Но если их, скажем так, объединить все в одну, да, то там очень такая понятная, на самом деле, одна макрозадача. Это сделать город Якутск самым комфортным для проживания, лучшим городом на вечной мерзлоте. Вот это если говорить комплексно. Но на самом деле по отдельным направлениям задач довольно много. Из них наиболее, скажем так, важные и острые — это ликвидация аварийного жилого фонда, одна из таких, можно сказать, самых важных задач. Да? Это в том числе улучшение качества общественного транспорта, да, строительство дорог, строительство школ, ликвидация посменной системы обучения. Но есть там и отдельные проекты, такие как строительство Ленского моста, да, то есть задач довольно много. Но вот если так комплексно, то стать лучшим городом на вечной мерзлоте. Но давайте вернемся к дорогам. Что нужно успеть за этот год сделать, да? Строительство дорог у нас в основном ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». С 2019 года мы действительно работаем по этому нацпроекту. Работы уже выполнено довольно много. Вот вы уже действительно правильно сказали, там более 130 километров за предыдущие годы выполнено. В этом году у нас стоит задача порядка 30 километров дорог отремонтировать, отреконструировать. В том числе у нас вводные в этом году знаковые объекты, такие как проспект Ленина, который мы с прошлого года ремонтируем. В этом году у нас улица Пояркова, улица Бабушкина, которая, безусловно, очень важна.
Всего изначально у нас плановый индикатор был порядка 10 объектов, порядка 22 километров. Ну, вот, с учетом дополнительного выделения дополнительного финансирования мы индикаторные объекты 2024 года опережающими темпами ведем в этом году. Да, это еще порядка там, 7, ну, почти 8 километров дорог. Да, суммарно вот мы получим цифру на этот год около 30 километров. Также там есть важные объекты, это, допустим, подъездные дороги и дороги микрорайона Северный, да, микрорайона многодетных, где развитие инфраструктуры идет очень активно. В прошлом году газификация была сделана, в этом году порядка 9 километров дорог мы там сделаем. В общем-то, и в пригородах, и в центральной части города мы по нацпроекту, в общем, работаем так же активно, как и в предыдущие годы. И все ли по графику идет? На сегодняшний день работы по индикаторным объектам по всем у нас ведутся. Отставания от графика нет. У нас очень четко выстроена система контроля муниципальным заказчиком, поэтому здесь мы не позволяем себе расслабиться, у нас нет такой возможности. А почему проспект Ленина так долго? Что там? Расскажите, что там такое происходит, почему это так долго тянется и почему его переделывают? Надо понимать, что проспект Ленина — это, наверное, самый крупный, самый Но самое главное — сложный, это самая главная улица столицы. улица столицы. Изначально эта улица, этот объект, он был обозначен как переходной, то есть двухлетний. В прошлом году у нас был первый этап завершения работ от площади Орджоникидзе до Кулаковского. В этом году второй этап, который выполняется по 2 участкам, то есть от Кулаковского до Хабарова от Орджоникидзе площади до Хабарова и от Кулаковского до Красноярова. В этом году мы работу в полном объеме завершим. Это и асфальтирование оставшихся участков, озеленение, которое уже активно выполняется, завершение работ по освещению, устройство кабельной канализации, благоустройство, то есть установка обязательно автобусных остановок для того, чтобы была возможность вернуть долгожданные маршруты на проспект Ленина. В общем, все эти работы у нас завершаются в этом году. А в этом году это в октябре или в ноябре? Вообще мы ставим себе амбициозную задачу завершить в сентябре. Скажем так, работы много, мы это прекрасно понимаем, отдаем себе отчет, но хотим завершить ее в сентябре, эту работу. Еще такой постоянный, наверное, вопрос: можно ли действительно класть асфальт в снег или в дождь? Когда люди видят, что такое происходит, потом в соцсети. Вопрос, безусловно, актуальный, потому что действительно сталкиваются с подобным. Надо понимать, что осадкам рознь. Да, есть очень четкие рекомендации Росавтодора, да, что при проведении работ, фактически при укладке асфальта, если в процессе появляются осадки, да, то есть когда работа уже начата, допускается укладка и в снег, и в дождь при наличии выпадения осадков не более 5 миллиметров. Да? То есть, если, грубо говоря, у нас небольшой дождь... Дождик моросит, тогда можно. Такую работу проводить можно ливень, при условии соответствующей подготовки. То есть это битумные мастики, эмульсии и так далее. Если же мы видим, что идет дождь, а мы к работам еще не приступили, то, соответственно, мы и приступать не должны. И у нас есть телефонный звонок. Алло, здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Задавайте ваш вопрос. Я бы хотел задать вопрос по безопасным, качественным автодорогам, ремонт их, который производился 2 года тому назад. Почему они сейчас все в ужасном состоянии, например, старый Покровский тракт? Кто несет за это ответственность? Кто эксплуатацию производит? Спасибо за вопрос. Надо отметить, что все объекты, которые выполнены в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги», они находятся на гарантии. В зависимости от вида работ, от, скажем так, характера работ, будь то текущий ремонт, капитальный ремонт, реконструкция, да, и на разные элементы, основание дорожной одежды, финишный слой дорожной одежды, да, то есть разные гарантийные сроки, от 8 до 4 лет. Соответственно, в этот промежуток все дороги находятся на гарантии и контролируются муниципальным заказчиком. Соответственно, если какой-то элемент получил повреждение в рамках гарантийного срока, и это подтверждение этого повреждения, да, у нас имеется муниципальным заказчиком, что это гарантийный случай, то установленные сроки подрядчик обязан эти работы выполнить и дефекты устранить. Но надо понимать, что если дефект зафиксирован, условно говоря,
в январе месяце, да, то заменить асфальт невозможно. Поэтому данные работы выполняются, как правило, с наступлением теплого времени года до 15-20 июня. Но надо понимать, что в зависимости от вида работ, который проводился, допустим, текущий ремонт, там одни обязательства по гарантии, реконструкция, другие обязательства по гарантии. Конкретно, если говорить, если я правильно услышал, старый Покровский тракт, данный объект выполнялся в качестве текущего ремонта. В общем-то, этот объект у нас 2021 года, если я не ошибаюсь. Он еще находится на гарантийном сроке. То есть подрядчик по гарантии дефекты, которые входят в перечень гарантийных обязательств, устраняет в полном объеме. То, что по проекту безопасной качественной дороги, это федеральный бюджет, я правильно понимаю? Это консолидированный бюджет. По соглашению у нас в рамках нацпроекта БКД есть и федеральная составляющая, и республиканская составляющая доля местного государственного бюджета, и доля местного бюджета муниципального. Соответственно, в рамках этого консолидированного бюджета производятся работы по ремонту и реконструкции дорог. А вот как они распределяются на ту или иную улицу? Изначально по соглашению был бюджет в равных долях по 500, по-моему, миллионов рублей. Изначально была сумма с 2019 года. Сейчас она планово, в основном за счет республиканской составляющей, увеличивается. Ну и, соответственно, у каждой улицы есть свой индикатор по протяженности. Да? Соответственно, разрабатывается проектная документация, определяется сметная стоимость того или иного вида работы, будь то реконструкция или капитальный ремонт, проводится экспертиза, определяется стоимость дороги, конкретного объекта. Да? После этого распределяются средства и производятся работы. Да? Но в целом мы понимаем, что нам надо же идти планово. У нас есть на уровне муниципалитета план дорожных работ до 2026 года. Мы для себя, исходя из тех лимитов, которые у нас имеются по проведению ремонта, формируем перечень, на который мы планово заходим. Опять же, некоторые объекты у нас вводные 1 года, некоторые переходящие на 2 или даже 3 года. Соответственно, в этом диапазоне мы планируем и распределяем средства. А проекты, они где-то обсуждаются или нет? Просто я объясню, в чем дело. Да? Например, у меня на улице Ельминская сделали ремонт, прекрасно, все, новый асфальт, но она стала уже раза в 2, наверное. Не в 2. В 2 раза, наверное, все-таки не стало. В общем, она стала намного уже, потому что появились, соответственно, эти бордюрчики и так далее. И там только 2 полосы, а было почти 3. Смотрите, основная задача национального проекта «Безопасные и качественные дороги» это приведение дорог в нормативное состояние. По нормативу должен быть тротуар. Соответственно, тротуары, пешеходные зоны безопасности, где-то озеленение, где-то, возможно, велодорожки, соответственно, освещение и так далее и тому подобное. То есть все делается в соответствии с нормативом, да, и все проекты, они проходят экспертизу проектной документации. Соответственно, если ремонт, категория работ ремонт, да, и дорога изначально в 2 полосы, да, то она и становится по нормативу в 2 полосы, но с учетом всех средств регулирования. Да. Если там ранее по обочине кто-то ездил, да, то это неправильно. Если же мы говорим о реконструкции, то мы можем расширять. Как, допустим, сейчас улица Можайского. Да, в рамках БКД следующий, наверное, по сложности и по емкости объект, который у нас растянется на несколько лет, но работа уже начата в этом году, это расширение улицы Можайского до 4 полос. То есть мы все прекрасно видели, как в прошлом году был выполнен первый этап реконструкции Намского тракта, да, республика выполняла этот проект, дорогу 2 категории ввели, 1 в республике. Далее будет 2 этап в 4 полосы, и, соответственно, от Белого озера в 4 полосы пойдет улица Можайского. У нас единым линейным объектом фактически, да, будет 4 полосы. И у нас есть еще один звонок. Алло, здравствуйте, вы в эфире. Мы вас слушаем, задавайте свой вопрос. Это кому они говорят? Задавайте... О, все.
Ладно, тогда вопрос будет мой. Как производится замер износа дороги? Ну, надо понимать, что все, скажем так, мероприятия по контролю, да, в том числе это и качество там, асфальтобетонной смеси, качество уплотнений или же замер тех или иных дефектов и повреждений должны проводиться специализированными организациями, так называемыми дорожными лабораториями или лабораториями строительного контроля. Ну, в нашем случае все, что касается приемки работы и, скажем так, новых объектов, да, это, соответственно, в рамках договорных обязательств проводят независимые лаборатории. Если же говорить о дефектах и повреждениях, то тут мы в основном работаем по предписаниям надзорных органов. В данном случае чаще всего ГИБДД. То есть в наш адрес поступают представления о наличии дефектов, которые мы должны в установленные сроки устранять. Соответственно, мы разрабатываем план работ и заходим где-то на ямочный ремонт, где-то на текущий ремонт. В общем, в основном это все делается либо надзорными органами, либо специализированными лабораториями. А вот, кстати, разметка на дорогах, за нее ГИБДД отвечает? За наличие разметки, безусловно, отвечает муниципалитет. В нашем случае это служба эксплуатации городского хозяйства. То есть ежегодно, после того, как у нас наступает сезон положительных температур, мы выходим и обновляем разметку по всем дорогам города. Да? То есть на сегодняшний день эта работа у нас активно ведется. Наверняка многие горожане уже видели, да, свежую разметку. Вот, как правило, мы ее где-то до середины июня, плюс-минус, в зависимости от погодных условий, эту работу ежегодно проводим. Мне говорят, что все-таки есть звонок. Алло, здравствуйте. Мы вас слушаем. Алло. Задавайте ваш вопрос. Добрый день или вечер. Девушка, за 50 лет живу в городе. Такого беспорядка никогда не было. 3 улицы в городе, никакой порядка, очередности закрытия дорог. Посмотрите, что делается в городе. Я не в космосе живу, что ли? Спасибо так, за вопрос. А вопрос-то в чем был? Просто это крик души был, видимо. Я думаю, что это примерно то, о чем мы уже говорили, да, что производится довольно в большом объеме перекрытие улиц. Мне кажется, мы уже обсудили это. Давайте обсудим улицу Чернышевского, многострадальную. Кто ж там все-таки, что там происходит и кто виноват? Что асфальта как не было, так и нету. Улица Чернышевского у нас попала в границы производства работ по устройству коллектора, канализационного коллектора номер 3. Безусловно, один из важнейших инфраструктурных проектов на территории города, который позволяет расширить сеть абонентов по подключению к центральной канализации. Работы по реализации данного проекта проводит водоканал. Соответственно, получив земляной ордер, да, проводили работы по укладке трубопровода, коллектора, да, и, соответственно, восстановлению улично-дорожной сети входит в обязательство подрядчика, то есть, заказчика водоканала и его подрядчика. Вот. Действительно, в прошлом году работы были выполнены, скажем так, не совсем надлежащим образом, что у нас в полной мере зафиксировано. У нас есть даже претензии, которые оформлены в судебном порядке. Вот. Соответственно, на сегодняшний день в задачи водоканала входит ликвидировать те дефекты и повреждения, устранить их, да, которые были ими допущены в рамках восстановления улично-дорожной сети. Если говорить глобально, конечно, улица Чернышевского, наверняка необходимо говорить о ее расширении, да? Но это еще один такой глобальный проект для города Якутска, такого же уровня, как улица Можайского, не менее важный, чем проспект Ленина. Вот. Но расширение улицы Чернышевского сопряжено с рядом сложностей, да? В том числе по ширине коридора имеющегося, да? Поэтому на сегодняшний день нами активно ведется работа по проработке трассировки. Мы планируем все-таки определиться и утвердить эту трассировку к 2024 году и также планово зайти на капитальный ремонт этой улицы. Есть вопрос от зрителя, как можно решить вопрос со въезда в микрорайон Прометей. Чтобы приехать в выходной вечером, нужно отстоять очередь, при этом машины стоять прямо на дороге.
Да, микрорайон Прометей — это, скажем так, еще одна, наверное, из больных точек города Якутска, да, довольно густонаселенный микрорайон с единственным выездом. Ну, на сегодняшний день, конечно, пока так, но в планах, скажем так, развития данного жилого квартала, наверное, правильно сказать, ну и в целом этой части города, у нас запланированы работы по строительству мостового перехода в продолжение улицы Ксенофонта Уткина с выходом от Автодорожной до Чернышевского. Да? То есть мы планируем на 2025 год провести эти работы, тем самым сделать сквозной проезд и с обратной стороны, то есть тоже завести заезд в микрорайон Прометей. Мгм. А с 203-м какие планы? Там ведь тоже микрорайон давно построен, а вот эти вот дороги, которые вокруг, с выездами, все очень неудобные, они все такие в колдобе. Да, если говорить о 203-м микрорайоне, то есть ранее была сделана улица Саваруна Амалона, и на сегодняшний день, конечно, очень сильно напрашивается улица Ефимова. Это перекресток Чернышевского, Ярославского и так называемой улицы Ефимова, которая на сегодняшний день на самом деле в полной мере является объектом инженерной защиты. Да? То есть там есть ряд сложностей с реализацией этого проекта. Он у нас также находится в разработке, в стадии проектирования. Объект сам по себе ввиду своей геометрии, топографии довольно сложный. Ранее в планах у нас было его начать уже в 2023 году, но сейчас мы пока не готовы к этому, к сожалению. Но мы от этих планов не отказываемся. Такая, скажем, задача от населения перед нами стоит в первую очередь, потому что мы понимаем, что нужно снижать градус транспортной нагрузки в этом микрорайоне. Но, опять же, строительство этой улицы у нас сопряжено в том числе и с переустройством магистральных тепловых сетей, тепловых пунктов, поэтому это сложная задача, но она у нас в работе. Мгм. Ну вот теперь про вечную мерзлоту, да, понятно, что для дорожников это большая сложность, там то пень выдавится, то арматура, то почва ходит. Как-то совместно с учеными, может быть, строители работают. Может быть, у нас институт мерзлотоведения единственный вообще в мире, может быть, как-то их подключить, чтобы... На самом деле, скажем так, проблемы или факт наличия вечной мерзлоты, можно его считать проблемой. Да? С другой стороны, для строителей, если она стабильная, для строителей, которые объекты капитального строительства, если стабильная вечная мерзлота, наоборот, хорошо. Вот основная проблема для дорог это в изменении. Да, там пустоты появляются. Надо понимать, что в рамках проектирования любых объектов, да, в обязательном порядке проводятся инженерные изыскания. Это как геология, и гидрометеорология, и местами это может быть и даже геоэхолокация. В общем-то, инженерное сопровождение, оно обязательно, да, то есть без этого никуда. Вот в этой части все объекты, они, скажем так, проработаны, да. Естественно, где-то есть более благоприятные условия мерзлотно-грунтовые, где-то менее благоприятные. Вот, допустим, на проспекте Ленина, да, вы наверняка видели, в огромном объеме произведена замена слабых грунтов, обустройство теплоизоляционного экрана для того, чтобы не допустить дальнейшее растепления и просадок. Поэтому разные инженерные решения применяются. С точки зрения взаимодействия с учеными у нас есть научно-технический совет при главе городского округа города Якутск, куда входят представители всех крупных научных и учебных заведений, да, и раз в квартал этот научно-технический совет заседает, и там подобные вопросы как раз-таки и рассматриваются. То есть какие новые технологии с точки зрения ученых, какие методы можно применить. Поэтому вот в этой части взаимодействия у нас имеется. Но к вечной мерзлоте добавляют еще и большегрузы, которые заезжают в город и разбивают все-таки асфальт. Что-то с ними планируется сделать? Скажем так, да, действительно, вопрос движения большегрузной техники, особенно в тех местах, где на сегодняшний день уже имеются ограничения, это, конечно, назовем так, проблема. Не все дороги по своим характеристикам, особенно дороги, на которых проведен, скажем, текущий или плановый ремонт, да, не реконструкция без увеличения допускаемой нагрузки, не все они на сегодняшний день могут соответствовать
требованиям современной техники, да, когда у нас есть там, самосвалы, которые способны вести там, по 30-40 кубометров грунта, да, там, с нагрузкой на ось там, порядка там, 25-30 тонн. Вот. Соответственно, ну, тут можно бороться или работать, наверное, в том плане, чтобы вводить соответствующие ограничения. У нас ежегодно в период, скажем так, вот, переходной, когда происходит оттаивание верхних слоев, да, обводнение грунтов, вводятся запреты на движение большегрузной техники, да, весные ограничения. То есть, соответственно, вот в этой части. Плюс, ну, работа надзорных органов И ГИБДД. у нас еще один звонок есть, говорят мне. Алло, здравствуйте, вы в эфире. Задавайте ваш вопрос. Алло, меня слышно? Спасибо. Вы знаете, у меня несколько вопросов как бы в моем звонке. Во-первых, такой вопрос, почему весь ремонт идет в одно время? Почему, допустим, нельзя взять одну улицу, потом перейти к следующей? А такое ощущение, что как бы разрыли здесь, разрыли там. Даже проспект Ленина вчера проходила. Там видно, что она еще столько не задела, как бы это все выглядит немножко непонятно. Потом, как сохраняется озеленение в период это благоустройства и вот ремонта дорог? Потому что сейчас по проспекту Ленина шла, смотрю, прямо вырубленные березки, которые по окраинам росли, как-то, наверное, сохраняться должно это все, да? Зачем хорошие деревья вырубаются, и рядышком сажаются маленькие такие тоненькие веточки, которые, естественно, наверняка не приживутся. Потом по поводу ямочного ремонта. Вот остановка, где Площадь Победы, такая проходимая территория. После дождя там такие ямы, там невозможно автобусу остановиться. И еще как бы придомовые территории, как-то будут дальше благоустраиваться вот эти вот придомовые дорожки вот эти вот. И у нас тут Северная 7, мы никак не можем решить вопрос с парковкой. Две площадки детские стоят, и Северному 7 жильцам некуда даже ставить машины свои. Вот такой вопрос у меня. Пожалуйста, ответьте. Ага, спасибо. Видите, как много вопросов. Давайте по порядку. Спасибо, да, целый ряд вопросов. Если я что-то забуду, да, вы, Да, меня, я вам вы меня напомню. подкорректируете. Ну, в очередной раз вопрос по этапности производства работ, да, я повторюсь, наверное, все-таки ограниченность... Очень времени. большой объем. Ну да, я хотел сказать, что у нас есть ограниченный временной интервал, когда мы можем проводить эти работы, и у нас есть, соответственно, задачи по ремонту дорог, да, поэтому мы, к сожалению, не можем позволить себе заходить поэтапно, да, то есть мы вынуждены дороги ремонтировать в один промежуток времени, иначе мы просто физически... Про озеленение теперь. Если говорить про озеленение на проспекте Ленина, ну, я не могу сейчас конкретно за каждый куст, да, вот, или там за каждое дерево, относительно которого был задан вопрос, да, стоило или не стоило его в конкретно данной ситуации, там, скажем так, повредить, да, или там заменить. Нет, ну вообще... Вообще в целом по проспекту Ленина предусмотрено озеленение, и по большому счету мы постарались максимально сохранить то, что было возможно, вплоть до того, что, допустим, при реконструкции Московского сквера, да, мы пересаживали деревья в зеленую зону проспекта, чтобы их сохранить. Вот, поэтому в объемы работы это в полной мере входит и, соответственно, в полной мере будет выполнено. Поэтому ну, я здесь, скажем так, не вижу какого-то сильно большой проблемы, да, то есть и замена грунта соответствующим образом была проведена, завезен плодородный грунт, и сейчас работает именно по озеленению конкретно проспекта Ленина ботанический сад, то есть привлечены максимально специалисты в этой части. Был вопрос еще про ямочный ремонт. Ямочный ремонт. Ну, ямочный ремонт – это такая ежегодная история, которую мы проводим при наступлении положительных температур. Между прочим, в этом году мы приступили к ямочному ремонту раньше, чем в предыдущие годы. То есть уже 6 числа, 6 июня у нас заработал асфальтобетонный завод. И там, в количестве, если мне не изменяет память, 6 или, может быть, даже 7 бригад у нас вышли подрядные организации на проведение ямочного ремонта улично-дорожной сети. Ну, эту работу мы и сейчас продолжаем. На сегодняшний день уже более 8 тысяч квадратных метров нами отработано. Ну и про парковки еще зрительница спросила. Не только она вообще спрашивает, да, это вообще такая боль. Парковки на проспекте Ленина. Северная, она сказала. По Северной, по-моему, был вопрос по дворовой территории. Про дворовую территорию. Если не... Ну, да, и там нет парковок.
Ну, скажем так, если речь идет вообще о обустройстве дворовых территорий, то да, мы эту работу проводим. По улице Северная мы не проводили. Ваша но отдельная программа есть «Качественные дворы», да? Есть отдельный проект, ну, отдельная программа, опять-таки, с консолидированным бюджетом, да, которая включает в себя и 1000 дворов на Дальнем Востоке, федеральную составляющую, и республиканскую составляющую программы Илдархана «Мой двор», и муниципальную программу в рамках трехлетия благоустройства. Да, то есть мы с позапрошлого года в этой части работаем. Сначала 15 дворов смогли сделать, потом в прошлом году по 15 адресам, в прошлом году по 75 адресам отработали, в этом году по 38 адресам работаем, да, при том, что площадь производства работ у нас примерно та же самая, как и в прошлом году, там более 100 тысяч квадратных метров асфальтирования. Вот, ну и также планируем продолжать эту работу, да, то есть как только... Время эфира у нас, к сожалению, уже практически вышло. И последний у меня вопрос. Какие маршруты автобусов поменялись и как будет ходить автобус на СЭХ? Давайте вот на такой какой-то немножко позитивной ноте закончим. Ну, может быть, позитивное, Очень быстро. а может быть, не позитивное. Оно в рамках, значит, если глобально говорить, в рамках ремонта проспекта Ленина у нас ранее 11 маршрутов ходили по проспекту, сейчас ни одного. Естественно, при завершении работ мы планируем восстанавливать движение. Да? Что касается текущих изменений, то они у нас производятся, в принципе, довольно часто по решениям комиссии по обследованию городских маршрутов. Это по обращению граждан, по обращению организаций, перевозчиков, социальных объектов и так далее. То есть мы корректируем, скажем так, маршрутные сети. Хорошо, на СЭХ как автобус будет? Ну, ежегодно у нас на ИСЭХ два маршрута, это 155 и 156. Один идет от автовокзала, другой идет от медцентра до, собственно, главного входа. Интервал движения в этом году будет порядка 10-12 минут. В общем-то, ежегодно мы этот маршрут запускаем, и в этом году это будет точно так же. Плюс бесплатный шаттл на территории Усть-Хатын для подвоза к отдельным остановкам. Отлично. Ну вот на этой прекрасной ноте спасибо вам большое, что согласились прийти и ответить на наши вопросы подробно. Дорожникам больших успехов, вам успехов в работе. Приглашайте еще, обязательно придем. На этом программа «Якутия Лайв» подошла к концу. Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нашу программу на телеканале «Якутия-24» по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.